Сейчас мы находимся возле Остинского театра имени Тхапсаева. За моей спиной с минуты на минуту начнется закрытие кинофестиваля «Кинобарс», который в течение недели проходил в городе Владикавказ. Жаркий июньский день. На площадке перед входом в Осетинский театр постепенно собирается публика. В толпе мелькают лица известных кинематографистов. Среди них идейный вдохновитель фестиваля, актер, режиссер, продюсер Алан Догбузов. По его словам, он давно мечтал провести кинофестиваль в Осетии. И благодаря гильдии кинорежиссеров России, главе республики Вячеславу Битарову, Министерству культуры Республики Северная Осетия Алане идея претворена в жизнь. Владикавказ центром кинематографии на Кавказе, и поэтому захотелось состоять в таких старых добрых традициях кинематографа. Для того, чтобы развиваться, нам нужно проводить мероприятия. Почему сразу не сделать большой амбициозный шаг? Привлечь в республику очень много внимания, много кинематографистов и попробовать расширять свои границы. Как отметил Алан Догбузов, североостинский кинематограф имеет богатую историю, и киноиндустрию необходимо продолжать развивать, открывать новые имена в кинематографии. Я никогда просто так ничего не делаю. Захотелось сделать кинофестиваль, не просто так сделать, лишь бы был праздник, лишь бы была красная дорожка. Нет, это прежде всего образование. Мы должны давать образование тем, кто к нам приезжает, чтобы они делились своими эмоциями, своими знаниями с теми, кто их ждет здесь. Если нам это интересно, мы это будем проводить. Если есть такой интерес. Если же просто праздник, то это тоже действительно красиво. На 4-5 дней делать кинофестиваль раз в году, это, конечно, замечательно. Звезды театра и кино, деятели искусства прошли по красной дорожке. Их встречает ведущий Руслан Кабалоти, который представляет выходящих из автомобилей гостей и для каждого находит теплые слова. Среди гостей не только представители искусства, но и известные люди из мира спорта, политики. Среди них осетинский борец, депутат Государственной Думы Артур Таймазов. Сейчас по красной ковровой дорожке проходят известные кинорежиссеры, продюсеры, актеры, которые приехали на первый Владикавказский кинофестиваль «Кинобарс». Они в течение недели представили 19 кинолент. И вот сейчас на закрытии фестиваля выберут лучшие из лучших. Завершился первый фестиваль в Североостинском государственном драматическом театре грандиозным мероприятием с участием звезд североостинской эстрады государственного академического ансамбля «Алан». Мероприятие открыл заслуженный артист Южной Осетии Вано Бекоев. Участники кинослета с замиранием сердца ждали результатов. Торжественная обстановка, звучат фанфары и имена тех, кто удостоился наград. Победителей на фестивале было много в разных номинациях. Специально к кинофестивалю подготовили специальные статуэтки в виде барса, древним историческим символом Осетии, который изображен на гербе как Северной, так и Южной Осетии. Лучшим фильмом была признана лента молодого режиссера Бориса Акопова «Рай». Как говорит наш девиз, звезда кино светит ярко, вперед тропою кинобарса! Всех участников первого кинофестиваля наградили грамотами и статуэтками. Я получила этого замечательного барса в номинации «Лучший кинопродюсер». Это очень приятно, очень неожиданно и дает большой аванс, чтобы стараться и создавать лучшее кино с каждым разом. Председатель жюри, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Аким Салбиев отметил, что все представленные киноленты были интересны и достойны наград. Было обязательно послание, что жизнь не заканчивается сегодня. Я не люблю, когда наотмашь и вдребезги заканчивают молодые свои мысли. Но я думаю, эта детская болезнь, юная болезнь у них пройдет. Я рассчитываю на это. Фестиваль завершился показом драматического фильма Сергея Дворцевого «Айка». Завершился самый масштабный во Владикавказе фестиваль в сфере кино. Определены лучшие киноленты. Церемония получилась очень насыщенной. Участники и организаторы кинофестиваля выразили надежду, что фестиваль станет ежегодным. Стелла Бязарова, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня.